Здравствуйте, в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и вместе со мной в студии заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике Башкирской содовой компании Рустем Басыров. Здравствуйте, Рустем Решатович. Добрый день, Руслан. У нас сегодня первый в таком роде небольшой, но довольно-таки насыщенный эфир. Начну, наверное, все-таки с подведения итогов года. Как БСК в итоге завершает год, несмотря на все те события, которые в этом году все-таки произошли? Год, Руслан, вы совершенно правы, был очень насыщенным, богатым на события. Компания работает стабильно, завершает год успешно. Все производственные задачи, которые на 2020 год мы для себя ставили, мы их выполняем. Вот по итогам 2020 года, прогнозируемый рост чистой прибыли у нас 12%. Относительно нашего бизнес-плана. Ну и вообще, в целом, отвечая на ваш вопрос, я бы здесь выделил два направления: производственное и социальное. Очень много реализовано проектов интересных, и будет реализовано, и принято очень много документов важных и программ. И вообще, в целом, год ведь прошел в целом для страны, для республики, для населения под эгидой борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот, поэтому и удивительно, что даже в экономическом плане вы говорите о росте прибыли. Как это удается сделать? Это рост стоимости конечной продукции или объем производства вырос, количество рынков сбыта стало больше? Вот как это удается сделать? У нас все было стабильно. Мы, как одно из системообразующих предприятий страны, стратегических предприятий, где производственный цикл непрерывно, не останавливался ни на минуту. Борясь с коронавирусной инфекцией, мы одними из первых в городе, в регионе запустили целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение защиты наших работников от этой инфекции. Это маски, это антисептики, это обеззараживание помещений, обеззараживание воздуха, это витаминные наборы, это компенсация болеющим и переболевшим работникам, компенсация затрат на лекарства и прочее. До 6 тысяч. У нас уже порядка около 1200 работников воспользовалось этой программой. Что касается, как удалось достичь слаженной работы всех производственных структур, грамотно подобранная методика, ну и в целом спрос на нашу продукцию не упал. Эта продукция не случайно является стратегической, потому что, наоборот, вы следите и наблюдаете, что небывалый рост, вообще строительный бум в целом ряде регионов страны, да, это и ипотека, вот это 6%, и прочие меры правительства и государства направлены на поддержку этой сферы. А кальцинированная сода для стекольщиков, для металлургов, для целого ряда отраслей — это просто хлеб в качестве сырья. Поэтому спрос был очень большой на нашу продукцию. Все меры, которые мы приняли, они привели к тому, что предприятие, завод, коллектив работали стабильно, понимали, видели конечную задачу и к реализации ее стремились. То есть вот это четкое, ясное понимание задачи, оно привело к тому, что мы не только выполнили те задачи, которые поставили, но и перевыполнили их. Вот сегодня мы еще запланировали поговорить о второй составляющей, скажем, успеха БСК в уходящем году, некая такая социальная составляющая, программа повышения, по-моему, благосостояния, что ли, называется, анонсирована, и вроде как она уже даже действует. Вот поподробнее об этом расскажите, пожалуйста. Да, в сентябре уходящего года генеральный директор нашей компании Эдуард Маликович Давыдов предложил коллективу, менеджмент разработали, и коллективу на встрече с представителями цехов, структурных подразделений была предложена программа повышения благосостояния работников Башкирской содовой компании, рассчитана на ближайшие 5 лет, до 2025 года включительно. Мы ее обсудили с коллективом, она изучалась, дорабатывалась, мы получали предложения, получали обратную связь, отклики по поводу этой программы. Что-то убирали, что-то добавляли, расширяли перечень мер поддержки защиты наших работников. И в итоге она превратилась в целый ряд документов. Там по каждой статье этой программы есть свое положение, есть программа, в бизнес-плане заложено финансирование. Около 1 миллиарда рублей на 2021 год мы только планируем потратить на реализацию ее
статей. И действительно, вы совершенно правы, какие-то статьи этой программы уже начали действовать, какие-то будут введены в действие с 1 января 2021 года. Но в первую очередь это повышение заработной платы. Вот я только хотел сказать, разве повышение благосостояния это не просто рост зарплаты? Это то, что волнует всех, любого работающего человека в любом нормальном обществе, да, во взаимоотношениях работодатель и наемный работник, конечно, это первый вопрос, да, повышение заработной платы и вообще те условия труда, на которые там соглашается работающий человек и которому работодатель, который готов предложить. Была поставлена задача генеральным директором, четко, конкретно мы ее обсудили с трудовым коллективом, выйти на уровень средней месячной зарплаты по химической отрасли промышленности Республики Башкортостан к 2025 году. Если мне память не изменяет, на сегодняшний день 54 800 рублей, где-то средняя зарплата по химической отрасли в Республике Башкортостан, средняя зарплата по башкирской содовой компании 42 500 рублей. То есть вот такое достаточно, свыше 20% такое отставание. То есть за счет нефтяников средняя зарплата выше, и вот к ней надо подойти. Мы решили каждый год темпами, опережающими инфляцию, повышать зарплату, и причем не средняя температура по больнице, да, и речь не об этих категориях работников идут, и речь идет о тех квалификационных группах, которые непосредственно заняты на производстве. То есть работающий человек уже с 1 января у нас вот первое повышение будет на 12,5% для этих категорий. Вообще там с 4 до 12,5%, и в среднем по предприятию это будет 11,4%. И так ежегодно. Ну, понятно, что в зависимости от показателей производственных, да, в зависимости от решения этих задач, но мы для себя такую планку поставили, и я надеюсь, мы ее достигнем. Мы придем к достижению вот этой вот зарплаты пока в 55 тысяч условно. Ну, на сегодняшний момент она 55 тысяч, может быть, там через 5 лет она будет другая. Вот это что касается именно заработной платы. Помимо, собственно, повышения заработной платы, есть целый спектр других направлений поддержки социальной наших работников, пенсионеров и ветеранов предприятий, которые в этой социальной программе заложены и которые мы будем с 1 января реализовывать. То есть не только прямые выплаты, но и какие-то, я не знаю, там, возможность получения медицинских услуг, наверное, да? Безусловно, возможность. Во-первых, мы расширяем спектр этих услуг. Я только одно направление в качестве примера приведу — стоматология. У нас там был достаточно узкий объем услуг, градация, финансирование было иное заложено. Сейчас мы спектр этих услуг, во-первых, расширяем. Мы расширяем компании-контрагенты, которые будут по договорам добровольного медицинского страхования реализовывать эту программу. Мы расширяем суммы. Там в зависимости от стажа от 4,5 тысяч рублей до 16 тысяч рублей мы компенсируем только стоматологические услуги. А помимо этого мы еще расширили спектр в целом медицинских услуг. Это что касается и профосмотров, и медицинских осмотров. Были пожелания от работников, там, от различных категорий работников увеличить там определенные виды исследований, добавить в тот пакет, который традиционно был, добавить какие-то новые методы диагностики. Вот мы все это посчитали, проанализировали тот спектр стертомакской медицины, который готова этот объем, значит, нам предоставить, и мы запускаем это с 1 января. У меня прям возникает ощущение, что БСК превращается в работодателя номер 1 в республике. Есть ли что-то подобное вообще, не только в Стерлитамаке, но и в республике? Ну, не могу сказать за других предприятий, но наш пакет, наш колл-договор, а мы все это закладываем в коллективный договор, в диалоге, находясь с профсоюзным комитетом и, значит, с трудовым коллективом. Неоднократно, и в этом году наш коллективный договор признавался лучшим в Республике Башкортостан. По оценке экспертного сообщества, по оценке Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. Еще один тут пункт, он такой наиболее непонятный, наверное, социально-бытовые условия. Сюда какие-то элементарные вещи входят, удобства, я не знаю, на производстве? Или весь это... комплекс. Эдуард Маликович с заместителями, с руководителями структурных подразделений, начиная с сентября мы
прошли все цеха, все подразделения буквально, заглянули в каждую бытовку, в каждую столовую, в каждую комнату приема пищи. И причем хотим облагородить и благоустроить эти зоны не просто как-то спонтанно. Вот здесь плитка, здесь то, здесь все. Нет, это целая комплексная программа. Около 350 помещений в этой программе на сумму 240 миллионов только на следующий год мы заложили. Это и бытовки, это и душевые, это комнаты приема пищи, это комнаты отдыха, это кабинеты, это зоны психологической разгрузки. И причем все будет в едином стиле. Там, где какие-то ветхие помещения, там уже, собственно, будет комплексное, полное благоустройство с ремонтом, с капитальным ремонтом помещений. Это то же самое и архитектурный облик зданий. Это сама территория предприятия. Есть эскизы, есть разработанные дизайн, макеты в наших корпоративной нашей цветовой гамме, стилистике. Мы думаем, что вот немножечко наши корпуса, наши бытовые помещения и вообще территория предприятия вот заиграет более такими веселыми красками. Ну, в этом смысле вот я должен спросить, тут нам пишут уже, а будет ли предприятие обращать внимание не только на качество жизни своих сотрудников, но и на качество жизни жителей других жителей республики? Я так понимаю, речь про экологию. Ну, наверное, это будет темой нашего следующего уже разговора. Да, я могу сказать, вот возвращаясь к первой части нашего разговора, да, когда я говорил о тех антиковидных мероприятиях, которые мы на заводе реализовали в течение этого года, мы в очень тесной связке в этом плане работали с местными властями, республиканскими властями, с учреждениями здравоохранения. Я не буду сейчас все перечислять, мы около 42 миллионов рублей в этом году направили на помощь малоимущим, на помощь медучреждениям, на помощь городу. И на 2021 год, это только одно из узких направлений, это борьба с ковидом, общая наша беда, поэтому я привел в пример. Помимо этого, естественно, мы реализовывали все взятые на себя социальные обязательства и намерены впредь, и в 2021 году, через другие механизмы, пока забегать вперед не буду, но на последнем совете директоров такое решение принято, рассмотреть новые форматы, возможно, через создание городского фонда благотворительного, да, новые форматы взаимодействия с местным сообществом, помощи городу Стерлитамаку, Стерлитамакскому району, Ишимбайскому и в целом республике. Мы знаем, что мы социально ответственный бизнес, мы это ощущаем, и мы не намерены пересматривать те обязательства, которые мы ранее на себя взяли перед обществом, перед республикой, перед городом Стерлитамак. Только добавить, наоборот, хотите, причем упростить, я так понимаю, процедуру. Упростить процедуру, сделать ее более такой удобной для всех и более такой адресной, чтобы непосредственно жители той территории, на которой наши производственные объекты, где мы десятилетиями работаем и где наши объекты производственные, чтобы эти жители ощутили поддержку, помощь и внимание с нашей стороны. Совсем немного времени остается, а вот есть ли какая-то статистика по поводу приходу новых сотрудников и уходу старых, по увольнениям? То есть какова динамика? Или вы вот стараетесь, в общем, не менять численность сотрудников, как была, так и осталась стабильной? Руслан, действительно, вы правы, у нас стабильная такая динамика. Но есть и приход, есть и уход. Это же живой организм, завод, тем более многотысячный. Есть обновление, есть выход на пенсию людей, есть приход молодежи. И для этой динамики у нас тоже целый ряд программ есть, как и поддержки и стимулирования, значит, пожилых, так и для молодых работников. Это жилищная программа, программа наставничества, это программа субсидирования затрат на высшее образование и на профессиональную переподготовку. Но в целом вот все те программы, они направлены на то, чтобы мы свой контингент работающих не сокращали. Обычно работающие люди на любом современном предприятии крупном переживают, что любая реорганизация, либо какая-либо оптимизация, она ведет к сокращению. Так, мы нацелены на то, чтобы все наши работники обязательно нашли свое место, росли, профессионально росли, чувствовали себя комфортно и чувствовали себя работниками ответственного, социально стабильного предприятия, которое смотрит на 10 лет вперед. Ну и 20 секунд на, я не знаю, может быть, поздравление с наступающим Новым годом.
Уходящий год был очень-очень тяжелый, поэтому мы были все вместе, мы были вместе с республикой, были вместе с горожанами, поэтому сил нам, терпения пережить все трудности, которые несет в себе 2021 год. Но мы надеемся, что он будет более легким, более успешным, Спасибо более большое. удачным. Это был заместитель генерального директора башкирской сотовой компании Рустем Басыров.